Вышивка – это бренд нашей республики. Это можно сказать, что это наше лицо. Музей чувашской вышивки был открыт в 2015 году. В фондах музея хранятся экспонаты, которые характерны для 18-20-х годов в основном. Именно об этом периоде мы и будем говорить, а именно о вышивке, которая характерна для этого времени. Чувашская вышивка – сложное искусство. А ведь в старину девочек еще с 5-6 лет, в 17-18 веках имеется в виду, начинали обучать всем видам работы и творчества, которые совершала взрослая женщина. К 10-12 годам девочки умели прясть, ткать и вышивать в том числе. Чуваши по диалектальным особенностям языка и по быту разделяются у нас на 3 большие этнографические группы. Чуваши – верховые, низовые и средненизовая группа. Чувашскую вышивку отдельно от костюма рассматривать практически невозможно. Сегодня на примере конкретных костюмов разных этнографических групп мы рассмотрим, в чем же отличается вышивка одних чувашей от других. Перед нами рубаха женская верховой группы чувашей. Отличается от всех остальных типов рубах тем, что здесь сочетаются большие участки белейшего льна с мельчайшей филигранной вышивкой. Вышивка верховой группы чувашей, она отличается тем, что сочетаются очень-очень мелкие узоры, как будто маленькие бисеринки нашиты. Глядя на чувашскую вышивку, многие задаются вопросом, а зачем чуваши так обильно вышивали свои одежды? Во-первых, это, конечно же, красиво. Это неоспоримо. Во-вторых, вышивка, она служила оберегом, поэтому так обильно украшаются именно самые открытые, можно сказать, уязвимые места. Это горловина на рубахе вышивается, подол всегда богато вышивается, и, конечно же, манжеты тоже вышиваются. Особую красоту представляют сурбаны верховой группы чувашей. Прошу обратить ваше внимание на конец сурбана. Верховая группа чувашей порой до 40 видов узоров вышивала на одном только сурбане. Естественно, это все не только для красоты. При помощи вышивки чуваши передавали информацию, зашифровывали в форме узоров, в форме вышивки. Когда-то поколения это умели читать, к сожалению, практически ныне мы этого делать не умеем. Интереснейшим элементом является налобная повязка масмак. Обычно масмак считается чисто женским элементом головного убора, идет вместе с сурбаном. На масмаках вышивали очень часто знаки луны и солнца. Получается, когда масмак крепили на голове, получался непрекращающийся круговорот дня и ночи, луны и солнца. Поэтому масмак считается настоящим обережным элементом. В старину одежда служила паспортом человека. Не зная ничего о человеке, только глядя на костюм, можно было очень многое сказать о нем. Кто перед нами стоит, молодая девушка или замужняя женщина? Это ясно становится по нагрудным знакам, нагрудным вышивкам. На девичьих рубахах наблюдается асимметрия. Обильно вышивается нагрудная часть с асимметрией. А вот женские рубахи отличаются симметрией. Знаки кески нашиваются с обеих сторон. В фондах музея хранится порядка 40 пар кески, и нет среди них ни одной пары повторяющихся. То есть в каждой паре кески автор проявлял свою индивидуальность и привносил свое видение мира. Для средненизовой группы чувашей анат-янджи характерен наиболее архаичный туникообразный крой рубахи. Отличаются еще и красными полосами, которые соединяют верх платья и низ платья. По одной из версий, костюм чувашской женщины – это представление о мироздании человека. Чуваши верили, что земля, она прямоугольная, что в каждом из углов находятся столбы, которые поддерживают небо над землей. Вот эти столбы мы с вами видим со всех сторон платья средненизовой группы чувашей. Какие цвета использовал народ чувашский при создании своих вышивок? Основным акцентом всегда идет красный цвет.
Отличаются разные оттенки красных ниток используются от светло-розового, розовато-красного до темно-красного, бордового. В дополнение к красному цвету всегда идет ободком черный цвет. Это олицетворяет единство мужского и женского начала. Следующим часто встречающимся цветом является зеленый цвет, потому что цвет зеленый – это цвет жизни, цвет гармонии с природой. Часто встречается также желтый цвет, поскольку желтый цвет является цветом мира, цветом солнца, цветом красоты в том числе. Отличаются сурбаны низовой группы чувашей. От сурбанов верховой и средненизовой группы сурбаны низовой группы отличаются сочностью красок, крупным орнаментом, крупными нашивками. Новый этап в развитии чувашской вышивки – это выход ее на профессиональный уровень. Об этом этапе мы можем говорить, связывая чувашскую вышивку с деятельностью Екатерины Иосифовны Ефремовой. Благодаря деятельности Екатерины Иосифовны Ефремовой и в работе фабрики «Богатера» в советские годы чувашскую вышивку увидели практически в 100 странах мира. В музее представлены работы самой Екатерины Иосифовны Ефремовой. В витрине на верхней части мы с вами видим под номером 1 и под номером 3 два платка жениха, которые выполнены по всем канонам создания традиционного платка жениха. А под номером 2 имеем возможность наблюдать еще и наволочку. Нижнюю часть витрины занимают покрывала. Покрывало в таком вот мини-формате. Глядя на эти экспонаты, глядя на эти предметы, становится ясно, что традиционная вышивка, она вдохновляет, что настоящими произведениями искусства являются не только произведения 17-18 веков, но необычайную красоту представляют и экспонаты более позднего периода, которые, опять же, повторюсь, созданы по всем тем традициям создания традиционной чувашской вышивки. Очень интересным элементом, который относится к свадебному обряду, является покрывало невесты. Вышивка этого покрывала необычайно красива. Чувашская вышивка, она интересна с точки зрения того, что не имеет лицевой и изнаночной стороны. То есть с обеих сторон она одинаковая. Например, при изготовлении платка жениха сваты во время свадьбы внимательно рассматривали платок и изучали. Если с какой-либо стороны видели мельчайшую неаккуратность, могли запросто развернуться и уйти. Потому как умеет вышивать невеста, судили о том, какая она будет хозяйка по дому. Жива ли чувашская вышивка сегодня? На самом деле, действительно, очень много мастериц, которые все свободное время посвящают чувашской вышивке, в том числе Мария Васильевна Симакова, Евгения Николаевна Жачева. Евгения Николаевна классифицировала узоры на основе того, как часто и где встречаются тот или иной узор. Для более подробного изучения чувашской вышивки предлагаю переместиться в зал «Чувашские узоры». Мы находимся на выставке, где собраны работы Марии Васильевны Симаковой. Свою творческую работу в сфере вышивания она начала еще в далеком 1965 году и продолжает по сегодняшний день. Одной из ярчайших работ Марии Васильевны Симаковой является покрывало невесты, о котором мы сегодня уже упоминали. Здесь использованы те самые традиционные приглушенные цвета, которые характерны для чувашской вышивки, традиционной чувашской вышивки. При изготовлении своих изделий мастерицы использовали совершенно разные техники, совершенно разные швы. Более подробно о швах вы узнаете на мастер-классе. Давайте поподробнее узнаем о жизни и деятельности одной из самых выдающихся вышивальщиц Чувашии, о жизни и деятельности Ефремовой Екатерины Иосифовны. Екатерина Иосифовна – художник по вышивке, заслуженный художник РСФСР, Чувашская ССР, народный художник Чувашской ССР.
Большое влияние на маленькую Екатерину в детстве оказала бабушка Меланья, бережно хранившая изделия, сотканные, сшитые и вышитые ее замечательными руками. И в юной Кате зародилось желание творить, стал проявляться талант будущего художника. Во время учебы в фабрично-заводской 7-летней школе Екатерина брала уроки рисования у Моисея Спиридоновича Спиридонова, одного из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства, собирателя и исследователя чувашского народного орнамента. К этой работе, наряду с другими, он привлек и Екатерину Иосифовну, что во многом повлияло на ее будущую судьбу. В 1931 году, после окончания 7-летней школы, по рекомендации Спиридонова и по направлению школы, будущая художница уехала в Москву и поступила на вышивальное отделение Московского промышленного художественного техникума имени Калинина. Ее мечта была стать художником по народному орнаменту. По окончании техникума Ефремова в октябре 1936 года, а по январь 1939 года работала техником-художником на экспортной базе «Чувашская вышивка», а с января 1939 года начала работать по Чебоксарской выходной базе Чувашского союза артелей швейных промыслов в должности техника-художника. В 1940 году Екатерина Иосифовна Ефремова поступила в Московский институт прикладного и декоративного искусства на керамический факультет. В 1948 году, после успешного окончания института, она вернулась в Чувашию, возглавив экспериментальную художественную лабораторию Чуваш-Швейпромсоюза. С того времени Екатерина Иосифовна Ефремова и занялась возрождением чувашской национальной вышивкой, которая стала делом всей ее жизни. С декабря 1954 года по сентябрь 1958 года Екатерина Иосифовна Ефремова работала в должности инженера-художника производственного отдела Чувашского совета промысловой кооперации. В октябре 1958 года она была назначена заведующей художественной лабораторией конструкторско-технологического бюро Чувашпромсовета. В октябре 1960 года была переведена в проектно-реконструкторское бюро управления бытового обслуживания населения при Совете министров Чувашской АССР на должность, где создавала для артелей эскизы изделий с вышивкой. После реорганизации проектно-конструкторского бюро в 1966 году она стала главным художником на Чебоксарском производственном объединении художественных промыслов «Богатера», где проработала до сентября 1980 года. Работу на фабрике Екатерина Иосифовна Ефремова продолжала и после ухода на пенсию в 1971 году. Деятельность Екатерины Иосифовны Ефремовой была направлена на сохранение традиций чувашской национальной вышивки, возрождение ее на профессиональной основе, в промысловой форме. Ее творчество широко известно и любимо чувашским народом. Екатерина Иосифовна Ефремова на протяжении всей своей творческой деятельности являлась активным участником республиканских, всероссийских, всесоюзных, всемирных и международных выставок. С 1939 года более чем в 60 странах мира – Аргентина, Бразилия, Индия, Бельгия, Греция, Египет, Япония, Канада, Куба, Турция, Алжир и другие страны с большим интересом знакомились с изделиями этой художницы. Екатерина Иосифовна Ефремова активно участвовала в художественной жизни Чувашии. Ее работами украшались лучшие выставочные и музейные залы страны. Особо тесную связь она поддерживала с Государственным музеем этнографии народов СССР, ныне Российским этнографическим музеем. И сегодня работы Екатерины Иосифовны можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге. Опираясь на язык древних узоров, она создала произведения, в которых глубокая народная основа сочетается с современным звучанием орнаментальных мотивов. В 1961 году она вступила в Союз художников СССР. Награждена множественными наградами, среди которых орден «Знак почета», орден Трудового Красного Знамени, серебряная медаль ВДНХ СССР. 22 ноября 1974 года имя Екатерины Иосифовны Ефремовой было занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской ССР. А в 1964 году было присвоено почетное звание «Заслуженный художник Чувашской ССР». 22 июня 1970 года звание «Заслуженный художник РСФСР», а в 1980 году «Народный художник Чувашской АССР». В этом году, в
В соответствии с указом главы Чувашии был учрежден День чувашской вышивки, который будет ежегодно отмечаться 26 ноября, как сохранение этого уникального культурного наследия чувашского народа. День выбран не случайно, ведь 26 ноября – это день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, внесшей огромный вклад в развитие народного искусства. Чувашская вышивка. Где найти такие слова, чтобы рассказать о неповторимой красоте красок и радужном разноцветии ниток? А может, и не нужно ничего искать, а просто рассказать одну из многочисленных легенд о чувашской вышивке. Ну, скажем, вот эту. Один удалой молодец невесту привез домой на своем коне. Но завистливые люди распустили про девушку слух, что она не любит и не умеет работать. Каково же было изумление молодых, когда они это услышали. Но девушка нашла выход из положения. Не слезая с коня, она на ткани вышила необычный узор. Узор может быть не такой уж и сложный, но он был одинаков с обеих сторон. И главное, секрет этого узора в этой деревне не знал никто. Мудрая мать, сообразив, в чем дело, говорит: не может того быть, чтобы исполнительница такой диковинной вышивки была неумехой. Коль уж в целой деревне не сыскать знатока такой вышивки, это, несомненно, прекрасная мастерица. Сегодня мы вам покажем технику исполнения мудреного шва. Мудреный шов является самым распространенным из основных швов декоративно-маскировочных швов. Двухсторонний, одинаковый и с лицевой, и с изнаночной стороны, он вышивается слева направо. Мудреный шов использовался для вышивания сурбанов, плясовых платков, поясных украшений яргач, сара. Основным швом является ут-паги. Для работы нам понадобится ткань. Размером можно взять, если вы вышиваете на руках, канву 10 на 10 сантиметров. Если вы вышиваете на пяльцах, можно взять размер канвы 15 на 15. Нитки мулине. Можно взять нитки черного цвета, красного цвета или же зеленого цвета. Иголку. Иголка должна быть с закругленным острием, и ушко должно быть большим, чтобы нитка вдевалась без труда. Когда мы приступаем к работе, берем нитку определенной длины, лучше брать две нитки определенного расстояния, их складываем пополам, и вот 4 конца у нас оказались вместе. И вот эти концы мы должны вдеть в иголку. Так, вдевается, и петля должна остаться свободной. Как я уже говорила, нитки берем мулине, потому что они подходят больше, так как они являются прочными и стойкими, и у них есть блеск. Как раз подходят для вышивания. Прежде чем приступить к технике выполнения на ткани, наверное, все-таки надо ознакомиться со схемой. На миллиметровой бумаге я подготовила схему мудреного шва. Сплошные линии указывают линии узора, который у нас будет с лицевой стороны. Пунктиром показаны линии, которые будут с изнаночной стороны. Цифры в скобках указывают на номера, номер, то есть точки, откуда выходит игла с изнаночной стороны. Ну, наверное, приступаем к работе.
Как я уже говорила, можно вышивать на руках, без пяльцев. Можно использовать пяльцы, они круглой формы. Мы с вами будем использовать пяльцы-станок, где мы уже укрепили нашу ткань. А сейчас приступаем к работе. Шов выполняется слева направо. Сейчас мы закрепляем нитку. Так, счет ведется тоже определенный, поэтому мы берем точку, где у нас будет начинаться наш узор. Чтобы закрепить нитку, мы вдеваем, так, петля у нас свободная, вот она, вдеваем нитку в пространство, так, и влево считаем 3 нити. Вообще канва, она состоит, переплетение канвы из 3 нитей, 2 сплошные и 1 по краям. Вот как раз таки я сейчас вывожу с изнаночной стороны и закрепляю нашу нитку. Так, нитка закрепляется петлей. Так, и мы выводим на изнаночную сторону. Так, нитка закрепилась. Вот она, от точки 1 до точки 2. Сейчас нам надо выполнить изнаночную с изнаночной стороны. Мы считаем, мы уже нитки считать не будем, мы будем считать точки. И выводим иглу с точки 3 с изнаночной стороны. Так, нитка у нас закрепилась. Дальше идем к точке 4. Так, 2 параллельные линии у нас получились. И выходим с точки 5. Выходим вот таким концом иглы, чтобы удобнее было брать нитку. Теперь считаем точку. Получается, она у нас не рабочая, поэтому мы пропускаем эту точку и к точке 6 выводим иглу на изнаночную сторону. Так, и теперь возвращаемся уже к точке 7. Так как иголка выходит с изнаночной стороны, это у нас будет точка 7. Так, вывели иглу. И мы делаем как бы вот верхний узор, она выглядит как галочка. Идем к точке 8. Так, закрепили. И мы теперь уже как бы завершаем наш узор и идем к точке 9 с изнаночной стороны. Выходит иголка с изнаночной стороны, и она возвращается к точке 6. Но это у нас будет уже 10-я точка. Вот так будет выглядеть весь узор. Похоже на копытца. Теперь мы должны выйти, пропустить нерабочую точку. Вот она видна. И выходим к точке 11 с изнаночной стороны. Дальше возвращаемся к точке 9. Это у нас 12-я уже точка. Выходим вот налево, направо вернее, и уже делаем следующий шов. Так, возвращаемся к исходной точке уже 11, по счету у нас 15. Пропускаем нерабочую точку и идем дальше. Так как нитка чуть длиннее, приходится тянуть. Так, идем. Завершаем узор следующей точкой. Выводите иглу так удобнее, потому что если мы будем переворачивать нитку, иголку с изнаночной стороны, то нитка будет закручиваться. А так нитка рабочая, не мешается. Подошли к углу. Так, это у нас получается точка 12. Так, теперь нам надо выйти с изнаночной стороны к
точке 13, вышли. Идем к точке 14. С изнаночной стороны выходим к точке 15 и, пропуская вот нерабочую точку, идем к точке 16. Так. И по изнаночной стороне идем к точке 14. Вышли. Так, потом нам надо вправо делать как бы угол к точке 18. Потом мы возвращаемся опять же вниз к точке 19. Возвращаемся к точке 16. Это у нас уже 20-я точка. И по изнаночной точке опять же возвращаемся к точке 19. Здесь надо быть немножко аккуратным, потому что тут у нас уже имеется нитка. Так, и отсюда же идем. Вот две рабочие точки. У нас точка 22. Так, угол мы сделали. Теперь вот с этой точки 22 возвращаемся к нашей точке под номером 18. Это у нас будет 23 точка. И делаем следующий шаг к точке 24. Вот сюда. И у нас уже как бы узор получается. Возвращаемся к точке 22. Но это у нас уже будет точка 26. Также пропускаем нерабочую точку и идем к точке 27. Так. И начинается уже наш узор по новой линии. По новой линии мы продолжаем вышивать. Так, поближе поставлю, потому что узор мы уже этот прошли. Так, вышиваем уже, получается, перпендикулярно. Перпендикулярно. К нашему узору. Все замечательно. Единственное, что отличает изнанку и лицевую сторону. Так, вот эти углы, они выдают изнаночную сторону. А это у нас будет лицевая сторона. Вот так она выглядит. Диковинная вышивка. Или по-другому мудреный шов. Ну, закрепляем нитку следующим образом. Наверное, все-таки надо это показать. Мы прячем уже вот за узором нитку. Таким образом вдеваем. Вот она у нас закрепилась. И то, что осталось, мы отрезаем. И все. Какого узелка вы уже не найдете.